Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные темы и для страны, и мира, и беседуем с наиболее интересными людьми. Но я не знаю ни одной более важной темы сейчас для каждого вообще человека в целом в мире. К сожалению, для нас тоже, и для жителей Украины материковой, для жителей оккупированного Крыма, оккупированных территорий, чем коронавирус. Как ни удивительно, за все столетия доказательной медицины многие так и не научились использовать мозг по назначению. К сожалению, слишком много людей пользуются мозгом в каких-то странных обстоятельствах и для странных целей. Например, не умеют читать, слушать, анализировать, выстраивать связи, например, между тем, что сосед умер от ковида, заболел сослуживец, там, и так далее, но я не заболею, ковида не существует, и так далее, до тех пор, пока сам не попадет в больницу, не начнет задыхаться, не приедет туда на скорой, и чудом не окажется на какой-нибудь еще свободной койке, где ему чудом не достанется кислород. Тогда он может что-то потом написать, что я был неправ, я такое читал, но не все ошибки свои умеют признавать, а вот совершать умеют ошибки многие. Это очень прискорбно, потому что если бы речь не шла о жизни людей, на это можно было бы, наверное, наплевать. Но речь идет о жизни именно людей. Я сам потерял отца от ковида. Я знаю, что это такое, и бессилие перед болезнью, которая просто убивает каждого, там, как каждого десятого, допустим, человека. Там, в разных регионах и странах по-разному, да, но это очень, на самом деле, много. В любом случае, тут какую статистику не высчитывай, как ты не считая заболевших и умерших, все равно это много. Это никакой не сезонный грипп, это никакой не ОРВИ. Это все ложь, которую люди либо от скудоумия, либо по злому умыслу распространяют. Я знаю людей, которые страшно боятся ковида, но при этом и делятся этим с близкими людьми, но при этом изображают из себя таких смельчаков, таких здоровых людей, которым ничего не страшно, которых ничего не возьмет. Рассказывают, что не надо носить маски, хотя маски единственное, что на самом деле спасает, вот, что из доступных всем людям инструментов, да. Вот. А еще спасает мозг. Но, как я сказал в начале, не все им умеют по назначению пользоваться. Вот сегодня мы постараемся рассказать людям, которые на самом деле интересуются, что такое коронавирус, чтобы они, чтобы они рассказали другим людям, что он есть, коронавирус, и что он убивает. И я просто не знаю, что еще нужно людям, которые сейчас собираются отмечать какие-нибудь дни рождения, какие-нибудь новогодние праздники за большим столом. Вот если вы соберетесь за большим столом в десятером, то из вас один точно уже носитель ковида, и ну, процентов там сколько-то вероятности, что остальные тоже заболеют, и из ваших 10 один умрет. Готовы собирать такие русско-рулеточные вечеринки? Собирайте. Я надеюсь и уверен, что крымские татары не готовы. Мы вообще ни во что русское не очень, ничто русское не очень ценим, аж русскую рулетку тем более. Я всех людей здравого смысла в Украине, во всем мире призываю не играть в эту рулетку, потому что это позорно. В 21 веке не верить в доказательную медицину, губить себя и своих близких. Или вот еще. Я молодой, красивый, умный, я легко это перенесу. Во-первых, далеко не всегда легко. Задыхаются и молодые люди, и нет, по-разному себя чувствуют, и здоровые физически, и так далее. А во-вторых, у этих молодых людей есть бабушки, дедушки, родители. Хотите их похоронить перед Новым годом или после? Ну, идите, соберитесь где-нибудь на дискотеку, сходите. Принесите домой горе в семью. Да я говорю все такие горькие вещи, на самом деле. Я не могу, меня просто разрывает от некоторых людей, которых я вижу в разных социальных сетях, которые рассказывают чушь собачью, смертельную чушь. Если бы это не смерти были, я бы на это наплевал и сказал, да бог с вами, болейте как хотите. Нет, речь идет о жизни. Сегодня мой собеседник, я специально ждал этого момента, сам переболел, по собственной же глупости один раз не надел маску, поговорил с человеком, но не с этим. Этот человек, наоборот, мне помогал. Это врач, анестезиолог из Израиля, конкретно из города Тель-Авива, Борис Бриль.
Привет, Боря. Привет, привет, дорогой. Ты прости мне за такое долгое вступление, вот, но это я мог говорить вообще один целый час, вот, в том числе вооруженный тобой, твоими знаниями и опытом, потому что я ориентируюсь на тебя в плане ковида, и я смотрю твои каналы, и Инстаграм, и трансляции, и прямые эфиры, и Ютуб, и где угодно. И все подписывайтесь, доктор Борис Бриль. Это просто, чтобы мозги были на месте, чтобы не было сомнений, там, а есть ли ковид. Ведь некоторые еще сомневаются, некоторые говорят, что его нет, да, ну, когда задыхаются, они все нет, слова нет произносят достаточно трудно в этот момент, да. Вот, но есть такие, которые сомневаются, что можно ли заболеть так или иначе. Вот сегодня у нас в гостях человек, я замолкаю, вот. И предоставляю слово Борису Брилю, человек, с которым с самого начала пандемии, еще с марта, да, Борис, когда ты завел свой канал YouTube? Март это был, да? Да, с марта, да. Смарт-канал, да, такой, для умных, вот, для мозгов. У нас есть вот на экране, вы все видите номер Вайбера. По нему можно звонить и по телефону, и по Вайберу по этому номеру, и задавать свои вопросы Борису. Борис еще ни разу не наврал. Я смотрел его кучу роликов по разным темам, касающимся ковида. Там все по делу. И Борис это не шарлатан, не доктор там, не умывайло там, или там не читайло, которых там куча мне какие-то ссылки присылали, да, не там какой-нибудь акушер безголовый, который где-то в Италии там сидит в приемном покое и рассказывает, что вирус надо лечить, засовывая чеснок в ноздри, да. Вот. А Борис Он, с- Куда-куда? он санитар. Санитар, да, санитар, да. Это был такой очень популярный ролик, да. Вот сейчас про все это расскажешь, да, просто простым человеческим языком. Так как ты не рядом сидишь в Тель-Авиве, вот если я палец так поднимаю, то это значит, что нам есть телефонный звонок, и мы спокойно заканчиваем мысль, там, о чем ты хочешь сказать, просто принимаем следующий звонок. У вас есть уникальная возможность поговорить с Борисом, так сказать, каждый разговор с которым, и в период, когда я болел, был для меня глотком кислорода. Вот. И глотком правды, как всегда. Наговорил тебе комплиментов. Подписывайтесь на Бриля. А сейчас, я не знаю, я даже не хочу первый вопрос задавать. Вот прошло уже, слушай, скоро год будет, да, с появления коронавируса. Вот какое твое главное впечатление от этой болезни за вот этот период твоих наблюдений? Это и каждый день на работе. Реально. Это реально практикующий, Борис, лицензированный израильский врач. Вы понимали, да? Ты знаешь, у меня, наверное, больше ощущения от людей, а не от заболевания. Мгм. Мы часто видим какие-то заболевания, но поведение людей, оно, конечно, у меня вызвало, к сожалению, большое разочарование некоторых, потому что та любовь сама к себе человека, да, эгоизма я не видел на самом деле. То есть э, самосознание или что-то. То есть я до сих пор от этого в шоке. Но неважно, давай перейдем к заболеванию. Заболевание, конечно, новое, оно открывает нам другие границы медицины. Это интересно. Если ты являешься врачом, то ты стал профессор, так и студент, закончивший только что институт на одну ступень. Ты не знаешь ничего. И у тебя была возможность, в принципе, это начать изучать. И это интересно. Это страшно, это интересно. Первые дни, когда заходил в отделение, когда мне предложил мой друг, у которого медицинские центры, то есть он директор медицинского центра, он мне предложил быть ответственным за отделение. Я согласился, хотя, я тебе скажу, было дико страшно. Сейчас страха как такового нету, потому что мы о заболевании знаем много, мы много изучили. Даже на журнале Times появился наконец-то анестезиолог, потому что, в принципе, на передовой встали это анестезиологи. Это анестезиологи, это работающие в реанимациях, это те, которые знают о дыхании людей. И, в принципе, наверное, самые люди с холодным характером, потому что это наша каждодневная работа. Но мы изучили вирус достаточно для того, чтобы сказать, как сделать так, чтобы не было никакой паники. Мы достаточно знаем смертность, мы достаточно знаем заболевания и знаем особенности заболевания. Мы знаем, что человек, допустим, спокойно дыша, может уйти, потому что у него снизится сатурация, и мы знаем почему.
Вот эти страшные истории, что люди ходят и падают, это все страшные истории, они ничего общего не имеют. Если правильно подходить к пандемии, или точнее к заболеванию, то в принципе никакой катастрофы нету, но всего лишь нужно правильно подойти всем. Вот что ты Это пока имеешь, в общих чертах. что ты имеешь в виду? Ну, давай я буду уточнять, потом, может быть, зрители позвонят. Вот вот эти споры, я тоже от них так устал. Маски не помогают только когда их две, маски не помогают вообще. Вон, посмотрите, врачей сколько заразилось. Я не буду носить маски, потому что это бизнес. Я не верю, что она помогает. И вообще это все еврейский заговор всемирный совместно с американским ЦРУ, да? Вот давай с масок начнем. Просто объясни на пальцах, помогают ли маски и насколько. Смотрите, как я всегда говорю, знаете, все мне говорят, вот логически. Я говорю, есть логика, а есть наука, есть знания. Я всегда задаю вопрос очень часто, может быть, уже все знают ответ, сколько крыльев у Боинга 737? Вот если люди, которые нас смотрят, основная масса скажет 2-3. Пусть зрители там напишут потом вам, или я не прав. А на самом деле одно. По науке одно — это одно крыло. Так вот, это логика и знание — это две разные вещи. Мгм. То же самое и с масками. Маски, когда говорят, они не полезны. Нету никакого исследования, которое будет показывать, что это полезные маски. Маски — это не витамин D. Но маски — это определенный барьер. Барьер физический для изменения физических свойств выдыхаемого воздуха. То есть понятно, что основной путь передачи — это аэрозольный. Это меньше 4 нанометров молекулы вируса. Ну, частицы вируса, не молекулы. Мгм. И они, да, меньше, чем волокна маски, точнее расстояние. Но, во-первых, изменяется путь передачи, это по-другому, и распределяются потоки воздуха. Соответственно, это ограничение. И количество вируса, которое передается через маску, оно гораздо меньше. Дальше надо не забывать, что в воздухе, который человек выдыхает, есть влага, есть еще много других частиц, к которым присоединяются те же частицы вируса. Поэтому это большой барьер. Если на одном человеке исследование показало до 70% даже многоразовые маски. Многоразовые, которые стирать просто всего лишь нужно из-за изменений свойств физических выдыхаемого воздуха. Основная масса людей не знают ни исследования, и там начинают рассказывать про гипоксию, даже не знают, что это такое. Это типа снижение кислорода в крови. Это не так, потому что мы работаем, в принципе, врачи постоянно в этом. Есть люди, которые лежат в онкологии постоянно в этом, дети. Рассказы из Ютуба про смерти детей и так далее, но это всего лишь рассказы из Ютуба. Если бы я лечил людей по Ютуб-каналам, то у меня бы смертность была где-то в районе 90%, 10% сами выжили, повезло. Вот. Теперь Да-да, продолжай. Ага. рассказывают, что там углекислый газ. Люди не знают даже, что такое гиперкапнея. Это когда СО2 накапливается в организме. Не знают, что такое кислотно-щелочное равновесие, какие есть буферы, что есть такое метаболический ацидоз и алкалоз. Я говорю сейчас специально на иностранном языке, да, непонятно никому, кроме профессионалов врачей, для того, чтобы понять, что логически вы это не поймете. Существует именно физиология дыхания. Для того, чтобы что-то понять, надо выучить анатомию, физиологию, патофизиологию, патоанатомию, еще много-много чего. Поэтому физиология дыхания — это не только вдохнул и выдохнул, там есть еще очень-очень много процессов. И влияние, допустим, когда идет накапливание СО2 или гиперкапния, существуют компенсаторные механизмы, то есть как влияет человек начинает чаще дышать или не чаще дышать. И рассказы про из-за того, что появляется гипоксия или нарушение кислорода в крови, появляются головные боли, то это тоже не оттуда, потому что головные боли от гипоксии в принципе не появляются. Там совсем другой механизм. Поэтому паника, да, неудобно, да мне самому неудобно. Но я когда работаю, там, допустим, вот я всегда, когда человеку говорю, вот мне там так, это намордник, это, я говорю, слушай, я когда твою маму повезу в операционную или твоего ребенка, мне маску не надевать? Почему-то у всех на этом заканчивается, что ты моих родственников трогаешь. Я же говорю, а почему ты трогаешь чужих?
Ну, понятно, Борис. Вот смотри, простой пример. Вот сейчас в Украине, как и во всем мире, 1 декабря 2020 года. Вот сейчас у нас, я не знаю, там в Киеве 1750 человек, по-моему, в день. Статистику по стране не смотрел, сейчас прям вот секундочку посмотрю. А, 15 вчера перевалило. Да, значит, так, сейчас пока посмотрю, сколько у нас. Плюс 12 тысяч, да, 12,5 тысяч сегодня, но было и больше, и так далее, и так далее. Но это подтвержденные, опять надо понимать. Вот как ты думаешь, в реальности сколько? Вот подтвержденных 12 500. Как это вот ты представляешь себе в реальной жизни? Сколько носителей? Давайте так, мне иногда звонят люди в одной семье типа появился один больной, а два не больных, но с такими же симптомами у одного подтвердили, у двух нет. То есть тогда вероятность 30% точности. Плюс еще тех, которые никуда не звонят. Плюс еще, если мы возьмем жмеринку, то я вас умоляю, конечно, как мы говорим в Бердичеве, да, какие тесты в жмеринке? Ну, то есть, Ну, к то есть, если сожалению, мы имеем в виду 12, то это как минимум 20, да, в реальности? Наверное, как так. минимум 25, да. 25, да? И вот есть такая страна Вьетнам, где население всегда носило маски. Ну, там просто погода такая. Ты же, может, был во Вьетнаме, ну или, по крайней мере, в Юго-Восточной Азии. Там смог такой в городе, пыль где-то, еще влажность высокая, да. И как-то у них принято носить маски, там, когда едут на мотороллере, когда куда-то заходят, принято носить маски всегда. И вот, ну, просто не все носили. А сейчас, допустим, когда правительство сказало, что у нас карантинные мероприятия, наденьте, пожалуйста, все маски в общественных местах. Они остальные, кто не надели, надели. Результат, по-моему, 15 больных в стране, которые население более 100 миллионов, например, да? Ну, нет проблемы. А вот скажи мне, если бы все, вот представь себе, что все жители Украины носили бы 3 недели маски в общественных местах, не ходили бы в гости к друзьям семьи, из которых кто-то, обычно же так заражаются, вот в гостях, в близком контакте, в долгом, да, то можно было бы за 3 недели купировать эту пандемию в стране вот таким вот образом? Ну, я думаю, за 3 недели нет, а за 1,5 месяца да, за 2. При том, чтобы не останавливать эту экономику. Мы всего лишь не ходим в гости и всего лишь носим маски. И то не на улице, а в помещении. И все. То есть нету вот этого скачка, все кричат, вот рестораны закрываются, бизнесы, малый бизнес страдает. Ну, это же сам человек, владелец этого бизнеса сделал так, чтобы он пострадал. А вот да, действительно, многие же люди, которые имеют там какие-то заведения, они говорят, что вот мы умрем, ну, в смысле, наш бизнес умрет, пожалуйста, не закрывайте на карантин. Вот сейчас карантин выходного дня ввели, да, в Украине. Это там, ну, ты знаешь, это с полуночи пятницы на субботу до, значит, с полуночи с воскресенья на понедельник. И то, значит, все, мы там все плохо, но действительно, это правда, что большая часть выручки это действительно выходные дни, да. Вот что бы ты сказал владельцам таких бизнесов, ресторанных? Как вообще, где тут Но в разумное реалии решение? основная масса же этих владельцев бизнеса сами виноваты. Они сами ходили, у них сами семьи ходят, они ходят по гостям. Ну, вот 2 месяца, понятно, что заведения развлекательные, конечно, они бы пострадали больше всего, потому что за это время можно маски, как бы, ну, у них в заведении не совсем это получается, да, то есть они нацелены на приход людей. Но, в принципе, если бы за 2 месяца они бы, ну, переждали, правительство бы могло вместо громадных потерь экономических, ну, поддержать бы их чисто, да, а всем остальным не надо закрываться. Вот и Мгм. все. Но это люди сами ходили, сами разносили, сами не носили, сами и строили истории типа намордники. Кого винить-то? Если ты сам идешь на красный свет, считай, что тебя машина сбила. Ну, то есть, Ну вот смотри, сейчас у нас идут дебаты. Вообще, так, расскажи, пожалуйста, что в Израиле сейчас? Вот какие меры сейчас карантина и насколько долго они продолжаются? И при том, и какая смертность в Израиле, какая заболеваемость? Учитывая, что в Израиле сколько населения? 10 миллионов, да? в Израиле 10 миллионов, ну, грубо говоря, Ну, в скажем. 4 раза меньше, чем в Украине. Вот давай-ка по Израилю пройдемся, так как у нас все знают про израильскую медицину и так далее, и так далее. И вообще такая страна достаточно близкая к Украине, многие там бывали.
У нас максимальное количество заболевших составляло в районе, если я не ошибаюсь, сейчас 16 тысяч в день. Но надо не забывать, что у нас тестировалось 50 тысяч людей в сутки. Мгм. И нужно еще не забывать одну такую вещь, что это перед локдауном, который у нас был. То есть до какой-то цифры дошло, и власть сказала, все, дальше уже обвал, мы не справимся, да? Мгм. Да, но у нас, как бы, понимаешь, экономически совсем другая история в Израиле. И мы это можем себе позволить. Плюс, к тому же, стали люди сейчас носить... Естественно, сократилось там с 15 тысяч, 16 тысяч до 300 человек в сутки после локдауна. Мгм. Притом он такой был, не было торговых центров, нельзя было ходить, закрывались красные, такие, называется, светофор, красные места нельзя было посещать, но люди стали носить больше маски в помещениях. Ну вот я реально, когда захожу в какой-то магазин, я принципиально не буду покупать, если у продавца маска на подбородке. Это то же самое, что потенциально, извиняюсь, спать с ВИЧ-инфицированным без средства защиты. Ну смотри, то есть Принципиально не было, буду. Борь, было 16 тысяч в день, сейчас 300 человек, я правильно понимаю? 300, 400, да, 500, ну то есть вот так вот они варьируются. Но это за какой срок это Ну было? за месяц так снизилось. За месяц, да? Ну вот Да. И это люди сейчас стали именно... это не работали большие торговые центры, при этом работали маленькие магазины, куда дозированный вход людей, да? Всегда. Мгм. То есть проблем купить что-то не было. Вообще никакого. Как работали кафе? На вынос, на улице? Как это было? На вынос и доставка. Ну, то есть кафе закрылись, но на вынос и доставку работали. Я правильно понимаю, да? Да, притом у И, нас 70% получают зарплату. Вот люди, которые потеряли, там до 70% получается зарплата того, что ты получал. ну, то есть государство пошло на то, что оно отправило этих людей, грубо говоря, в отпуск с сохранением 70% зарплаты. Я правильно понимаю, да? Да, да. И, наверное, какие-то льготы тоже хозяевам бизнесов. Например, налоги не брали там Конечно, за эти. конечно. Там вернули тоже определенные суммы, возвращают, продолжают возвращать. Ну, тут проблема, наверное, еще с Украиной связана в том, что многие работают в черную, ну, в смысле, зарплату получают в черную, как ты ему вернешь, да? Вот. Во-вторых, многие, да, некоторые бизнесы налоги не платят, тоже непонятно, как это компенсирует. Но в целом алгоритм понятен. Делаешь так, да, не будем брать сейчас экономику, завтра у меня будет как раз гость, которого легальный абсолютно ну, бизнес общепита, такое, извините, советское слово. Вот мы поговорим про это чуть подробнее. Но идея карантина такая, чтобы люди не собирались в больших количествах, в закрытых помещениях, и не дышали друг на друга вот лицо в лицо, да? Я правильно понимаю? Да? А как у вас ходят в гости? Я знаю, что израильтяне очень гостеприимные люди и любящие ходить в гости, да? Вот как ограничивали себя или там, может быть, власти как-то ограничили такого рода перемещения? Еще в Израиле очень модны пикники. Ну, может быть, на воздухе это и не так опасно, но все равно. Вот как с этим? На воздухе было тоже запрещено, в гости ходили. Я лично могу сказать за себя, я не ходил в гости. То есть я ограничил, то есть приезжал. Я тебе хочу сказать, допустим, у меня родители с марта, они в карантине. Мы не заходим, мы встречаемся на улице на каком-то расстоянии и это соблюдаем. Знаете, я всегда считаю, что лучше живые родители на расстоянии, чем те, которые можно, ну, извиняюсь, может, это кощунно звучит, конечно, но чем тех, которых уже нет. Нет, точно. Извини, пожалуйста. Да нет, ну, что такого? Все Вот. правильно. И с марта у меня родители в карантине. Ну, то есть такой, они выходят, гуляют, когда нету людей и так далее. Ну, вот так они в группе риска по возрасту. Но вот ты говоришь, что как бы это логикой не понять, но про маску ты достаточно логично объяснил. Просто поток воздуха изо рта не достигает рта и носа другого человека. Все. Он рассеивается, там, он теряет скорость, в конце концов. Он просто теряет скорость, проходя через маску, да? И количество. И количество. Что-то оседает на маске, что-то теряет скорость. И вместо вот этого потока при речи, да, вот этих капельных вещей, он просто через маску, проходя вот туда вот, уходит тебе на штаны, Да, да, грубо говоря. да.
И Да. все элементарно, как бы совсем просто, да? Ну как вот поток, я не знаю, попробуйте дуршлаг поставить, да, и шланг воды просто пустить, и вода полетит дальше, или она, может быть, вниз пойдет после этого там сита, да? Конечно, большая часть воды упадет. Ты абсолютно верно говоришь. А скажи То же мне, самое, задуть свечу через да, маску. Мы же задуваем воздух, а молекулы воздуха всегда, они же меньше, чем частицы воздуха, там, СО2, кислорода, меньше же все-таки, чем эти волокна маски. Но почему мы свечу задуть не можем? ну слушай, ну да, но а вирус, он же тоже не в воздухе, наверное, висит, он же тоже на какой-то на каплях жидкости, я правильно понимаю? Он с потоками Потоками. воздуха, он абсолютно... И опять же, заболевание зависит и от количества вируса, который ты получаешь. Вот, Если ты ну-ка получал там расскажи-ка вот этот нюанс, это очень важно для людей, пусть послушают. Если ты получаешь одновременно 1000 частиц вируса, это одно. Если ты получаешь 100 частиц, это другое. То есть, соответственно, когда у врачей, почему нам надо носить, допустим, маску FFP2 или FFP3? Это специальная. Не у всех врачей, допустим, анестезиолога. Мы делаем прямую интубацию. Интубация — это когда мы в трахею через голосовые связки заводим шланг такой для искусственной вентиляции легких. То есть у меня прямой контакт с большим количеством выдыхаемого воздуха. Мгм. Соответственно, я ношу специальную защиту для этого, потому что я получаю гораздо большее количество. В отделении такое не нужно. Тут то же самое. Если ты не в закрытом отделении и так далее, получая минимальное количество вируса, ты его переносишь бессимптомно. Доказано, в принципе, кстати, маски, исследование по маскам было всего лишь на 3000 людей, не в лаборатории, а на людях. Мгм. Вот. И тут тоже в данной ситуации мы говорим о том, что глубина прохождения вируса внутрь бронхов и количество вируса, которое человек получил, влияет на тяжесть заболевания. То есть это прямая связь между этим существует, да? Абсолютно. То есть если ты проконтактировал коротко, то вполне возможно, ты не заболеешь просто. Или проконтактировал в маске достаточно длительное время, вот как я. У меня же, допустим, стриг парикмахера, она была в маске, да, и я не заболел. Вот не заболел, а расстояние, ну вот сколько, когда стрижет парикмахер, какое расстояние, да, вот такое. И я был без маски. И еще могу вспомнить, там, допустим, там пару контактов. Действительно, я был в маске. Человек, который был уже носителем, был без маски. Маска спасла даже одна. И я, когда уже заболел, Борь, я ехал в машине, я человека подвозил в этот момент. Мне стало плохо прямо в машине. Но я был в маске, и он был в маске. И ничего с ним не произошло. В машине, ну вот человек на расстоянии там, локтя, да? То есть вот реально маски спасают. Если просто носили маски, никаких вопросов бы не возникало. Но давай я так по ходу буду еще вопросы задавать. Кстати, ты не слышал, что там в Швеции сейчас происходит? Нет, не знаешь? Где-где? В Швеции, В Швеции. Ну, во-первых, там умерло большое количество людей. да. Во-вторых, они сделали локдаун еще раньше, чем Израиль, потому что у них возникло такое количество смертей. А надо понять, что шведы вообще сидят по домам. И они особо никуда не ходят. И у них количество населения на 1 квадратный километр одно из самых низких в мире. Там в Стокгольме и то. Но там же громадные расследования пошли. Но они дали, старики у них там просто пачками. Если мы сравним те же Нидерланды, Норвегию и так далее, да, то мы там Финляндию, мы увидим, что там на 300-400% смертей больше. Мы смотрим графики смертей в Швеции, чем в Финляндии и Норвегии. И надо всегда знать одну такую вещь. То, что мы увидели по Фейсбуку и нам рассказали, это еще не означает, что так оно есть. Вот Швеция. А что в Белоруссии не так? А в Белоруссии почему даже не упоминая там разные людей, он в больницу заходит, почему его встречают тогда, раз в Белоруссии нету коронавируса, а что же его в масках все встречают и в защитных костюмах? Там же коронавируса нету. Ну да, да. Но это болтают одно, на самом деле все другое. Так вот, в Швеции я созванивался сегодня с Мариной Фалевич. Есть такая прекрасная женщина, она живет за полярным кругом в самской столице, маленький такой поселок, ну это 1000 с чем-то человек. Это столица региона Сами на севере Финляндии.
Вот. И ну, у них нету практически, конечно, там один, что ли, был случай, таксист откуда-то привез, но нет у них там коронавируса, и население действительно редкое, но это не город большой, да. Но вот я у нее спросил, а как в Финляндии вообще, она же новости смотрит, все, она так общественный деятель там и так далее. Вот. Она говорит, вот настолько видно даже по карте, вот мы смотрели карту заболеваемости, вот Швеция, она розово-красная, и вот Норвегия, и вот Финляндия, приграничные страны. И вот в этих странах заболеваемость, красные точки по границе со Швецией проходят. То есть шведы наградили и соседей, там же границ-то нет физических, да? Наградили соседей, финнов и норвежцев, наградили своим бестолковым решением. Это просто шведская демократия дошла до того, это опять вот мне Марина Фалевич рассказала, что там решение по коронавирусу, ну, по карантину, по ограничениям принимал главный санитарный врач, да? Не парламент, не правительство, а главное, ну как это, общество, даже не санитарное, как это там называется, я забыл это название, какое-то общество типа гигиены, я не знаю, чего там, есть там такое общество. И вот на этом месте этого общества, главы этого общества оказался чувак, я забыл, как его зовут, не в столу в сую будет упомянут, который просто сам для себя решил, что будет общенациональный иммунитет. Надо просто подождать, всем поперезаражаться, и все будут прекрасны. Так вот, никакого национального иммунитета в Швеции не получилось. Смертность в разы больше. Экономика упала в разы больше, чем в Норвегии и Финляндии, кстати говоря. Да? И сейчас там не может правительство уволить, и парламент вот этого человека, он там как хитро утверждается на этот пост, да, но уже никто не верит его словам, и просто правительство само уже взяло на себя руководство предотвращением борьбой с коронавирусом. Вот так вот. И надо понять еще, что там многие заводы тоже отчасти остановились. Они включили ограничения. Volvo с марта очень большое ограничение ввел Мгм. и так далее. То есть И мы посмотрим. бизнес сам, потому что у тебя, грубо говоря, тебе некому на работу выходить становится. Все. Но у меня товарищи, у которых есть бизнесы, там такие серьезные, ну, пациенты, товарищи, они ввели определенные, можно всегда сравнивать. У меня какие-то ввели ограничения у себя, они делали карантин двухнедельный для людей, и те поделали вахту, делают вахту до сих пор, чтобы человек до того, как зашел на работу, он 2 недели, так сказать, в карантине, потом заходит. Они работают, у них все замечательно вообще. Есть те, которые не сделали ни ограничений, ни что. Ну, они пока что громадные потери несут. То есть вот это локальное «не закрывайте, не ограничивайте меня, а то я прогорю», это оборачивается тем, что персонала нет, что посетителей нет в итоге, и что в итоге прогорают все, да еще и кто-то умер в итоге. Ну да, то есть, допустим, те ребята, которые то есть, слушали, я же многим кричу, я даже иногда, извините, кому-то там на матах могу наговорить, да, Да, ты что вот что ты молодец в творишь. этом плане, ты настоящий Да, врач, да. Ага. некоторые слушали, и у них, вот реально у них все хорошо. Кто-то даже переболел. Нет 100% переболеть или 100% не переболеть. Но переболели основная масса, которая соблюдала, гораздо легче, чем те, которые не соблюдали. Это раз. И второе, те, которые соблюдают, и у них, в принципе, ну, реально, если мы говорим о мелком бизнесе, это у них, в принципе, все нормально. Они не вылетели из строя. Ну вот смотри, теперь перейдем немножко на личное. Вот общую ситуацию мы обрисовали. Вот я заболел коронавирусом, другие люди заболели, у всех по разному течению. Я специально даже вот в Ютубе у себя на канале что-то там говорил про свое течение болезни, я 8 раз и говорил, что это мое течение болезни. Это никак не проецируется на всех, и обращайтесь с врачам, которые рядом с вами, да? Вот. Это точно так же, как не может быть, уже поставлен же крест, да, на слове общий иммунитет, общенациональный. Все это мифом оказалось полным. Да, Борь? Вообще. Это Да, просто конечно. бредятина. Ну, Просто, смотри, да. давай сейчас все сделаем так, что будет 1 000 000 больных, из них будет 20% тяжелых, это 200 000 тяжелых, да, получается, из 1 миллиона 20% тяжелых. Из них и плюс смертность 5%. Это получается 50 000 людей вдруг умерли. Одномоментно. Какие больницы с этим справятся? Будут не 20%, там, не 5%, а
все 20 будут умирать. Но это же невозможно вытерпеть, чтобы так. Во-вторых, К нагрузке на медицину я еще вернусь. Я хочу спросить, вот такие, понятно, что там витамины пить там и просто как профилактику, но все равно это не спасает. Вот я пил витамины, но все равно, если уж ты получил дозу, а я получил дозу в разговоре, в активном через стол, вот, ну все, я заболел, да? Но вот какие рекомендации, которые подходят всем, вот по оценке своего состояния, ну, понятно, что ты никак не каждому не скажешь, да, ты скажешь, к врачу иди. Но какие общие есть рекомендации, которые точно верны для всех людей, которых подтвердился диагноз? То, что ты сказал, это употребление витамина D. Мы берем, опять же, основную массу людей, у которых нет каких-то специфических противопоказаний. Мгм. И рецептурные лекарства я не буду называть по той причине, что это является преступлением. Я вообще считаю, что тех людей, которые пишут там в фейсбуках и так далее о видах лечения и дозировках, их надо всех садить в тюрьму. Неплохая идея. Заодно с ковидиотами посидели бы там. Да, там да. Почему? Объясняю. Допустим, от неправильного лечения при коронавирусе на постсоветском пространстве умерло людей больше, чем от самого коронавируса. Это как? А это так, вот допустим, сразу же с первых дней назначают антибиотик, да, который доказанно увеличил смертность, доказанно увеличил тяжесть заболевания. И когда говорят, а чем тогда лечить? Нету такого, а чем тогда лечить? Ну, давайте будем тогда отрезать ноги. Ну что-то же надо делать, давайте отрежем ногу. Нет. Давайте химиотерапию поставим. Ну, А то почему есть нет? делать ради того, чтобы делать. Да, но еще это приносит вред. Ни у кого же почему-то в голову не приходит, я говорю, химиотерапию при короне ставить. Мгм. Потому что это нету связи. Следующее, то есть дают всем подряд антибиотики. Это реально преступно. И все сами берут. Слово пневмония. Все любят слово пневмония, не понимая, что это такое. Пневмония – это общее количество заболевания. То же самое, что есть млекопитающие. Есть дельфины, есть лошади. Лошадь кушает сено, дельфин кушает рыбку. Если мы начнем лошадей кормить рыбой, а дельфинов кормить на пастбище, дельфинов кормить на пастбище сеном, то и те, и другие помрут. Это неверно. То есть группа заболеваний, это пневмония, поражение легких. А есть бактериальное – это одно, вирусное – это другое. А после облучения это третье. А аспирационное – это когда там заглатываешь, там, подавился чем-то. Это четвертое. Это разные заболевания. И они лечатся абсолютно по-разному. Вот абсолютно. Борис, есть вопрос по телефону. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Борису Брилю. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из Мурдора звоню, но я ваша поклонница, я и Дерваша, и доктора. И хотела бы спросить, у меня такой вот вопрос. Мы переболели всей семьей, дочь, зять и я, коронавирусом, в общем, довольно легкой форме. Но у меня есть сын, диабетик, первого типа диабет, живет отдельно, который, слава богу, не переболел. Вот мне бы хотелось узнать, если вдруг температура будет, с какого значения температуры нужно сбивать? И какие особенности вот именно для диабета первого типа? Ну, сыну 30 лет. В общем, молодой человек. Спасибо. И огромное спасибо вам, потому что очень помогли ваши рекомендации, успокаивали морально. Вот пульсоксиметр купили и, в общем, помогли очень перенести заболевание. Спасибо. Слава богу, что вы здоровы. Спасибо. Во-первых, правда, спасибо большое за приятные слова. Смотрите, человек 33 лет с диабетом первого типа, он не входит в основные риск-факторы заболевания. Конечно, это заболевание, но если, в принципе, сахар под контролем у человека, то он не в той группе риска, как это пожилые, высокое давление и диабет второго типа, что он тоже связан в большей части с излишним весом. В данном случае человек обычно первого типа – это без лишнего веса. Ну и если повышается температура, принято так. Но если мы не говорим о температурах после 38, а до 38, 37,2, 37,1, 37,5, рекомендовано. Нет такого, что нужно терпеть температуру. Мучиться не нужно. Это неправильно. А повышенная температура приводит, наоборот, к неврологическим нарушениям, приводит к ко многим другим нарушениям, которые при ковиде в принципе не нужны. И это миф про то, что температура борется с вирусом. Вирус не погибает при температуре 40 градусов.
Вот. И то, что э, у организма это ответная реакция, она не связана с борьбой. Это патологическая температура, это патологический процесс, неправильный процесс, который, в принципе, нужно убирать. И есть четкие исследования, ну там 40 лет, если назад, мы говорим, да, там температура борется с вирусом, значит организм борется. Организм борется, выделяет антитела с температурой и без температуры. А температура, наоборот, ухудшает и неврологические состояния, как я уже сказал, и другие, много других состояний. Поэтому температуру сбивайте. Если кому-то 37,2 некомфортно, сбивайте. Если 37,2 комфортно, можете не сбивать, потому что, в принципе, у лекарств тоже есть побочные эффекты. Но любую некомфортную температуру сбивать нужно. Мгм. А как определить, есть ли у тебя затронуты ли легкие, грубо говоря? Да, вот многие говорят, что надо делать КТ сразу, да, или не сразу, или не делать. Вот как быть, вот эту связь уловить, чтобы не упустить возможные процессы в легких, которые часто становятся необратимыми, например. При коронавирусе легкие поражены почти всегда, так же как и не только легкие, а еще в другие системы в организме. При коронавирусе поражается много-много систем. То есть это мультисистемное заболевание. Почему? Потому что это ответ нашего организма на присутствие вируса. Если, в принципе, вирус находится у человека, но человек никак на него не реагирует, ничего страшного проходит. Основная часть смертей, мы говорим про мир, это из-за реакции самого, это как аутоиммунная реакция. В Британии были сделаны исследования, которые показали, что очень похожи иммунные комплексы на, по типу антифосфолипидного синдрома. Это такие как это происходит? Почему нужно там те же кровосжижающие, говорят, или другие лекарства? Клетка выделяет, вообще клетки в организме начинают выделять там макрофаги, антитела. Я очень примитивно сейчас говорю, я для зрителей я не буду описывать там системы там, с помощью интерлейкина. И начинается вот это выделение иммунных комплексов. Через многом, а каким образом это поступает в кровь? Через кровеносный сосуд. Кровеносный сосуд повреждается. Вот этот, говорю, цитокиновый шторм — это большое выделение иммунных комплексов в разных тканях. Они выделяются из клеток, разрушаются клетки, разрушаются сосуды, потому что через эндотелий сосуда, там, через стенки сосуда. И это все разрушение всех систем в организме. Из-за этого происходят и тромбозы, и другие. Так вот, нам нужно это как бы, в принципе, остановить, а не делать, чтобы это все как можно сильнее развивалось. Но вот а как это останавливать? Это уже гормональное лечение, которое должен врач назначать, я правильно понимаю? Это уже гормональное лечение, и нужно, чтобы это делал врач. И еще раз повторяю, никаких антибиотиков, потому что риск развития бактериальной пневмонии при соединении бактерий, при соединении инфекций при ковиде, как говорится, поврежденная ткань, она минимальная. Она составляет 6,8%, 7% сейчас новая статистика, 7%, что это низко. То, что говорят, что превентивно, профилактически, это неправильно. Вот так вот. Слушаем врача, который опыт имеет. У нас звонок снова в студию. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос Борису Брилю, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Лариса, я из Броваров. Алло? Приємно чути вас. Я можу задати своє запитання Маєте. українською мовою? Звісно. Ти розумієш, Боря? Українською мовою. Трохи розумію. Боря, я спрошу вас по-русски. У меня уже неделю болеет муж. Да, алло. Высокая температура, вы меня слышите? И очень сильный постоянный кашель. Что вы посоветуете против кашля? А сколько лет человеку и кто? Я просто не услышал. 53 года, мужчина молодой. 53 года, абсолютно верно, молодой. Лекарства какие-то, рост, вес можно узнать? Значит, пока лечимся, только пьем чаи, витамины, много питья, много какие-то дополнительные сиропы. То есть общие. Смотри. Сделали флюорографию, ждем результатов. Ну, кашель постоянный и очень тяжелый.
А сатурация какая? Пока еще нормальная, вчера проверяли 95. Ну, сатурацию надо постоянно проверять. Мгм. Смотрите, кашель можно изменить специальным дыханием, это физиотерапия легких. Кстати, в Украине есть такая, у меня вот как раз тут лежит, я вам покажу, да, небольшое это. Это вот на вдох. Для разрабатывания, для того, чтобы не было... Почему происходит кашель? Кашель он рефлекторный. Из-за того, что идет заполнение легких, и там есть у вас повреждение легких, альвеол определенными структурами, тоже иммунными комплексами, и из-за повреждения сосудов есть рефлекторный кашель. Можно любым средством, которое существует у вас, Надувать вообще шарики, хорошо что снижают такое препараты с подручное? кадеином. Кадеиновые препараты хорошо снижают. Снижает хорошо лирика, но это надо выписывать, естественно, у врачей, у своих, у лечащих. Опиоидосодержащие лекарства, это я ни в коем случае не выписываю, ну то есть в Израиле мы пользуемся, снижают кашель. Ингаляции даже с морфином снижают, но в домашних условиях вы это не получите. Но любые средства, которые вам помогают, пользуйтесь ими спокойно и попросите у лечащего врача, там, возможно, рецепт на лирику, возможно, он тоже поможет. Спасибо. У нас еще один сразу звонок, Боря. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Борису Брилю. Здравствуйте, Людмила, город Киев. У меня такой вопрос. В населении ходит такая информация, что человек, который болеет вирусом герпеса, он не болеет ковидом. То есть вирус герпеса выталкивает из организма ковид. Это правда или нет? Мракобесие. Спасибо. Молодец. Надо вообще такой эфир устроить тебе там через какое-то время. Вот просто таки собрать все вот эти предположения, назовем это так, про ковид, и прям будешь отвечать просто да, нет. Вот это, можно, мне кажется, на час как раз хватит. Вот, потому что я столько всего наслушался, Боря. Это мрак какой-то. Слушай, а это Да. правда? Еще одна такая, даже на сайте Министерства охраны здоровья Украины было, что если у тебя уже все нормально и прошло 10 дней с момента первых симптомов, то ты уже здоров, можешь не сдавать тест повторный ПЦР. Это неправда, в зависимости от тяжести заболевания. Вообще в мире 2 отрицательных ПЦР, если была симптоматика. То есть даже 2 нужно делать, да? Да, потому что у ПЦР, в Израиле, получается, 99% нету ложно-отрицательных результатов, и 20% есть ложно-положительных результатов. Поэтому всегда делается 2 подряд. Мгм. А с каким интервалом? Можно хоть в 5 часов разницы. Мгм. Это чтобы для надежности почти близко к 100%, да? Да. Смотри, вот у нас еще все, звонки пошли. У нас звонок еще один телефонный. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Еще раз скажите, вас не слышно. Здравствуйте, я Ирина из Киева. У меня сын, ему 35 лет, заболел ковид. Алло, меня зовут Ирина. Говорите быстрее, говорите, да. Дело в том, что КТ показала 5% воспаления легких. Ему сегодня был врач, он настаивает на приеме антибиотиков. Вот как быть? Нужно пить эти антибиотики или нет? Вообще, я бы вам рекомендовал записать назначение врача, чтобы он записал, поставил печать. Заодно разъяснил, по какой причине он назначает антибиотик. Ну, а затем, когда сын выздоровеет, а в 35 лет он выздоровеет однозначно, если не будет принимать это бредовое лечение, подать на врача в суд. Я думаю, после 5 вот таких уголовных дел, когда врачи, это не врачи, это на самом деле те, которые случайно оказались, получили дипломы, они ведут к повышению смертей, к тяжести заболеваний, абсолютной безграмотности. Я думаю, после 50 уголовных дел начнут читать рекомендации, начнут читать на английском языке, через даже Google переводчик, потому что по медицине, если мы говорим по исследованиям, нужно, чтобы был лейкоцитоз или повышенные лейкоциты в крови и повышен прокальцитонин. Без этого назначение антибиотиком является, извините, преступлением и халатностью.
это безграмотный человек, имеющий диплом врача. Извините, что я грубо так высказываюсь. И когда рассказывают, что мы слышим хрипы, ну хорошо, а когда человек, у него опухоль легких, у него тоже хрипы. Или когда у него, к примеру, заболевание, ну, при астме, мы скажем, это свисты больше, но тоже могут быть хрипы. Или когда есть там та же аспирация, тоже мы слышим хрипы. И при других многих болезнях мы будем слышать хрипы. И это не говорит, что это бактериальная пневмония. Никогда нельзя дифференцировать или отличить аускультативно бактериальную от вирусной пневмонии. При вирусной пневмонии смертность при даче антибиотиков больше и тяжесть течения тоже больше. Потому что в обычной ситуации, опять же, я раскрываю, при ковиде бактериальная инфекция не присоединяется. Она присоединяется чаще. Если да, дают антибиотик, то тогда она да присоединяется. И уже та, которая антибиотиком не вылечить. Следующее. Поэтому я вам рекомендую, когда, дай бог, сын выздоровеет, все будет хорошо, подать на этого врача в суд, а дальше, надеюсь, чтобы он не вредил другим. Борь, короткий вопрос такой. Вот когда, как ты думаешь, у нас правительство сейчас обсуждает сделать на период праздников карантин жесткий, да, локдаун так называемый, с 24-го, ну, католическое Рождество, которое тоже праздник теперь в Украине стало не так давно, и до окончания, грубо говоря, до Старого Нового года, там, да, всех советских вот этих постсоветских и дореволюционных праздников, да, там, включая Рождество и так далее, и так далее. Вот, как ты считаешь, лучше сейчас ввести предварительно перед, на вот эти 3 недели, перед праздниками, когда все по домам разойдутся? Или же правительство право и нужно именно на праздники вводить ограничения? Да, по сути, понимаешь, я против карантинов при самосознании граждан. Ну, Когда люди... Да, вот тут это, то есть, как, нужно ли ввести карантин? Я считаю, что не нужно. Нужно маски надеть и в гости не ходить. Но если ну, люди не понимают, то ввести, ну, сегодня ввести, чтобы, ну, как выздоровеют все, так и открывать. Ну, вот тут знаешь такое. А если самосознание включат, то можно и на праздники не вносить. но вообще-то, по идее, чем раньше, тем лучше, если идет рост. Да. Да. И последний самый вопрос, мы так время перебрали, буквально очень коротко. Мне один врач, точнее моему товарищу хорошему, один врач сказал, что если дальше так пойдет, то вы не удивляйтесь, что люди будут просто трупы находить в подъездах, людей, которые не дождались скорых, в квартирах, которые не дошли, которые упали, идя по тротуару, не дошли до врача. Ну, просто скорых не будет хватать, ни мест в больнице. Это вот реально вообще, как бы, это выглядит жутко, да, как кадры там Голодомора, да, когда люди на улицах лежали. А вообще гипотетически такое возможно в современном мире? Так оно у вас уже есть, только просто люди до подъезда дойти не могут из квартиры. Надо еще дойти с кровати до двери, чтобы в подъезд выйти, чтобы там умереть. А так, конечно, потому что вон сатурация сколько, даже в соцсетях пишут, что делать, сатурация 80. Когда сатурация 80, считайте, через 2-3 часа уже привет. Ну, в общем, это не фильм ужасов, это все правда, может случиться. Надеюсь, что нашим людям и нашим властям хватит мудрости хотя бы надеть маски, а властям как-то все это помочь разрулить, хотя в первую очередь надо рассчитывать на себя. Спасибо Борису Брилю. Мы еще неоднократно, наверное, к тебе обратимся, Боря, потому что, я думаю, часов 3 бы не хватило на все вопросы и ответы. Спасибо тебе огромное. Подписывайтесь на доктор Борис Бриль, на его каналы и смотрите АТР. Коронавирус должен быть побежден. Русский рейх должен быть разрушен. Всего вам доброго. Смотрите АТР.